На приветствие приглашается команда Паша Таркаев.
чат Государственной единой Российской Федерации, гимн Республики Башкортостан. Добрый вечер, уважаемые любители хоккея. Третий игровой день. В 2024 году Башкирская хоккейная лига. Третий тур, третий игровой день. Третье воскресенье, третий уикенд. Называйте кому как удобнее. Тем не менее, третья игра третьего уикенда. На льду встречаются команды Уралец и Баш РТС. Сейчас, в ближайшее время, на экранах наших мониторов проведут свою встречу. Ну и давайте обо всем по порядку. Есть над чем поговорить. Собственно, как сыграли прошлые игры, коллективы, положение в турнирных таблицах. Вообще, в целом, атмосфера в лиге. И давайте обо всем по порядку. А пока начнем же с составов действующих лиц. Лишь только прервемся на эту атаку. Уралец, Антон Матрёнин. Бросок не точно. Ну и давайте с Уральца тогда, раз уж мы озвучили Антона Сергеевича, капитана команды, собственно, и вице-президента Башкирской хоккейной лиги. Сейчас на ваших экранах он добивание ли будет от Антона Сергеевича, но нет. Надежно там голкипер РТС закрепил
игровой снаряд своей амуниции. Команда «Уралец». Пара вратарей. Алмаз Хасанов, номер 1, Артур Галеев, 30, Юлия Краснова, полевые игроки, номер 6, Александр Меркулов, 8, Сергей Иванов, 10, Григорий Долбин, 12, Камиль Гулов, 18, Камиль Ахунов, 24, Антон Матрионин, 29 номер, Игорь Черняков, 34, Камиль Ганцев, номер 36, Илья Джиганенко, 68, РТС в атаке, немножко прервемся, бросок не точно. Джиганенко Илья, номер 68, номер 73 в заявке. У уральца написано просто Кузнецов. Хотелось бы, конечно, игрока знать по имени. Поэтому, дорогие друзья, кто знает и смотрит нашу трансляцию в чатике, пожалуйста, напишите. 73 номер, Кузнецов. Как же имя этого героя? Мы хотим знать. Дмитрий Максимов, номер 78, Кирилл Ивлев, 91, Алексей Косарев, 97 номер, и замыкает порядок игроков Степан Полянский, номер 99. Таким составом представлена команда «Уралец». Ай-яй, досадно подскальзывается здесь на синей линии практически. Игрок «Уральца» пользуется этой возможностью РТС. Классная скидка была на Орлова, но вот последней возможностью таковой не воспользовался. Команда РТС. Вратарь сегодня заявлен только один. Вадим Вильданов, номер 1. Орлов снова бросает и вторым темпом, но шайба проходит над перекладиной. Очередной бросок, и сколько же их там уже отразил Алмаз Хасанов. Но вот с броском от капитана команды справиться он, к сожалению, для своих болельщиков не смог. Смотрим повтор момента. Да, по-капитански здесь все делает. На опыте Виталий Филатенков, номер 78, открывает счет в этом матче. Ну, Хасанову, честно сказать, лично у меня тоже вопросов нету, потому как, я уже сбился со счета, по-моему, на одной пальце. На одной руке пальцев не хватит пересчитать, сколько вот именно в этой атаке было бросков в створ Алмаза Хасанова. И, не удивление, наверное. Что при таком количестве и обилии бросков один-то пропустить, не то, что мог себе позволить Алмаз Хасанов, но, наверное, простительно, вот так вот скажу я. А мы завершим составом РТС. Вадим Вильданов, номер 1, единственный голкипер. Илья Варич в Спартакуле не присутствует. Полевые игроки: Искандер Яникеев, 5, Никита Орлов, 8, Роман Хаматханов, 9, Андрей Чернов, 10, Алимжанов Кайрат, 11, Мустафин Дамир, 13, Денис Ахунов, 17, Данил Матеев, 21, Михаил Фролов, номер 28, 69, Альберт Гаянов, 77, Минигулов Альберт, 78, Виталий Филатенков, автор заброшенной шайбы, на данный момент единственный. Александр Харитонов играет под номером 83, Эдуард Вахитов, 88, и замыкает игроков у нас Илья Макурин под номером 99. Обратите внимание, как РТС комфортно чувствует себя в зоне соперника и почему-то не препятствует особо этому команда «Уралец». Не понимаю, с чем связано такой настрой. Быстренько поехали меняться на сменку игроки, что в белой, что в темной форме. Возможно, предполагаем, что слегка так подустали. Наверное, Матрионин, можно решать что-то в этой ситуации. В дальний створ ворот Антон Сергеевич пытался у нас пробить, но бросок был неточный. Снова скидка на Матрёнина. Ой-ой-ой, положили вице-президента на лед в горизонтальном положении. Но даже в таком Антон Сергеевич продолжает форсировать оборону соперника в виде Владимира Вильданова, вратаря. Матрёнин владеет игровым снарядом. Заходит по центру. Сразу 3 защитника его встречают. Собственно, не смущает его и это. Бросок по верху, но не точно. Чернов. Отборчик то ли передача была, то ли бросок неточный. Тоже было непонятно. Так, чатик нашей трансляции активен, дорогие друзья. Башкирская хоккейная лига, YouTube канал. Всех приветствует и радует вас своими трансляциями.
И вот негодуют, негодовали, по крайней мере, здесь уже болельщики. У нас пока выход 1 на 1, не считая голкипера, и уже с ним практически 1 на 1. Матрёнин пытался замкнуть, но... Вы знаете, я каждый раз наблюдаю за трансляциями и удивляюсь. Вот, Антон Матрёнин, наверное, позволю себе такое выражение, железный человек просто, Антон Сергеевич. А сегодня наблюдал я его с 9 утра на теннисном корте. Если мне не изменяет память, примерно 2 часа провел он там, играя в теннис. Кстати, развивает он единую теннисную лигу параллельно. Вот, и уже вечером, казалось бы, когда силы оставлены на теннисном корте, но нет, это не в случае с Матрёниным. Мы наблюдаем его в прямом эфире в матче команды Уралец и Баш РТС. Когда Антон Сергеевич умудряется отдохнуть, я просто пока не понимаю, потому что на ежедневной основе, без выходных практически, этот в данном случае хоккеист просто выкладывает все силы свои то на теннисном корте, то на футбольном паркете, то на ледовой арене. Когда же он отдыхает, мне это неизвестно. Так вот, пока трансляция у нас началась чуть позже, но это связано там не с опозданием творческой бригады или съемочной. А дело в том, что немножечко подвинулось у нас расписание, дорогие друзья. И так аккуратно я вас подвожу к тому, чтобы немного рассказать о том, как складывался сегодняшний игровой день Башкирской хоккейной лиги. Бросок сейчас мы наблюдали. В целом по своей мысли и траектории полета был неплохой. Ну, Хасанов все предвидел, и от синей линии Яникеев. Не точно. Снова наброс на ворота. Да что ж такое-то? Не складывается игра пока у уральца. И как-то в своей зоне. Вот. В обороне-то не все получается. И про атаку пока, наверное, говорить рано. Ну что ж, перевалили мы только за экватор первого периода, поэтому, я думаю, все еще впереди. Посмотрим команду. Я уверен, проявят они себя еще всю мастеровитость и опыт по ходу этой встречи. Понаблюдаем за коллективами. Так вот, уважаемые болельщики, Марс пишет нам в чате: нет трансляции, у всех так задают вопросы. И вот легкое негодование, оно связано с тем, что первой игровой встречи третьего дня Башкирской хоккейной лиги, где встречались команды УФСИН и Транснефть Урал, там в основное время у нас победитель не определился. Со счетом 2-2 мы ушли на послематчевые буллиты или броски, как кому удобнее, так и называйте. И вот уже по результатам этих бросков одержала победу команда УФСИН, Управление Федеральной службы исполнения наказаний. Со счетом 3-2 в итоге встреча завершилась. В связи с этим немножечко мы подвинулись, буквально так минут на 10-15 от основного времени. И именно с этим связаны были негодования болельщиков. Жиганенко налево, обратный пас не доходит до него, точнее он уже за ворота, казалось бы, покатился. А вот в этой ситуации все-таки у нас предполагалось, что будет передача обратная на него. Второй матч сегодняшнего игрового дня, в котором встречалась башкирская генерирующая компания с представителями БСК, завершилась в пользу последних со счетом 3-1. Здесь снова атака уральца. Посмотрим, что предложат они нам в этот раз. 6 минут еще играть в первом периоде. И это пока для уральца положение, конечно, не самое лучшее. В падении уже передача Матрёнина. Бросок у Вильданов на месте. 3-1 БСК обыграл БГК. Ну и вот уже самая, можно сказать, изюминка
одна из изюминок этого игрового дня. На льду уральцы Баш РТС. Да, уложили на лед вице-президента. Поднимается он, заработал удаление. Повтор момента на ваших экранах. Сорвана атака здесь однозначно. Сразу 3 игрока выстроились в линию, чтобы препятствовать возможным действиям Антона Матрёнина. И мы видим, что удаляется Эдуард Вахитов. Сейчас уралец будет играть в формате 5 на 4. Проще говоря, разыграет лишнего игрока. Давайте посмотрим, удастся ли реализовать это большинство. Буквально минуту у нас по регламенту. БХЛ малодисциплинарный штраф. Уже секунд 10-15 мы отыграли. Иванов в зону зашел хорошо. Передача на партнера, но последний ничего предпринять там особо не сумел. Отбрасывается белый. Все делает максимально корректно для себя. Тянут время. И более того, в контратаку еще здесь устремились. Филатенков одну сегодня уже оформил. В теории на дубль может пойти, почему бы и нет. Игорь Черников сейчас был на ваших экранах. И вот смотрю я на заявку команды уральца и не совсем понимаю, почему слегка так разнится она у меня с фактическими номерами игроков. Найду. Ну да ладно, примерно плюс-минус все друг друга знаю, поэтому будем ориентироваться по номерам и фамилиям. Чуть-чуть пару фамилий не сходятся, если вдруг где-то ошибусь, я поправьте меня, дорогие друзья. Так, ну с реализацией большинства, честно сказать, пока у уральца не все так гладко идет, как хотелось бы им. Бросание в зоне белых. Остается шайба за командой РТС. 2 в 1. Классно сейчас уходит Вахитов. Что-то надо решать. Ну, прикрытый был партнер. Здесь, наверное, нужно было все-таки бросать самому. Ахунова закрывала оборону уральца. Как-то в последний момент не разгляделся все. А партнеру Ахуну. 2:20. Поиграем еще в первом периоде. На синей линии у нас сейчас Данил Матвеев. Алимжанов от синей наброс на ворота. Добивание пока не получается. Снова Алимжанов вдоль бортика. Неплохой наброс на ворота. Илья Макурин пытался все это дело. Ой-ой-ой, здесь у нас как бы Макурин, Мустафину. Есть какие-то вопросы нерешенные. Ну, так скажем, основное время решили после свистка регулировать это. Ну, благо, да, башкирской национальной борьбы Куреш не дошло у нас дело. А так, в целом, все в порядке. Жиганенко прокатился за воротами. Кого-то ищет из партнеров, да, хотел бы разделить, так скажем, всю тяжесть этой атаки, но вот активно особо себя никто не предлагал. И поэтому пришлось вступить в борьбу с защитниками. Шайба
была потеряна. Хаматханов в своей зоне. Уже переходим в зону среднюю. Здесь Фролов попытался побороться. Джиганенко перехватить шайбу не получилось. Довольно много атак мы наблюдали от уральца. И пока результативность, к сожалению, для болельщиков слегка подводит этот коллектив. Есть классные атаки. На острие, как всегда, Матрёнин. Ну и коллеги периодически создавали острые моменты, но вот пока реализовать ни один из этих моментов у уральца не получилось. 1-0. С таким счетом уходим мы на первый перерыв. Баш РТС ведет. Возвращаемся. Период второй. Встреча уральца Баш РТС. Последние пока ведут со счетом 1-0. Первый период в целом был довольно интересный. РТС действовал порезультативней. Благо есть еще два периода у нас впереди. Срывается с крюка шайба у Альберта Минигулова. Белого по-прежнему продолжает свою атаку развивать. Орлов Никита. Бросить полноценно не дают соперники. Каким-то образом до все-таки Алмаза Хасанова игровой снаряд доходит, и он с ним справляется. Уралец отбрасывается по диагонали. Казалось бы, сейчас шла передача, но здесь не точно. Наверное, больше было похоже, что хотят чуть-чуть подальше отвести от себя угрозу. Сейчас игроки в темных формах. Как раз таки это сделать у нас получилось. Так, предлагаю немножечко подчеркнуть информацию из турнирной таблицы Башкирской хоккейной лиги. У нас два коллектива, Уралец и Баш РТС. Собственно, занимают они лидирующие позиции в турнирной таблице, но вот лишь только с конца, к сожалению. А Уралец на пятом месте идет этот коллектив. 8 игр сыграно. В основное время удалось одержать победу в одной. Также одна победа, собственно, в послематчевых буллитах. То есть сыграли в основное время ничью, а уже после матчевых бросках все-таки удалось вырвать из цепких лап соперника очередную победу. Ну и 5 матчей проиграли в основное время и 1 по серии буллитов. 24 шайбы заброшено, 53 пропущено, 6 очков в зачете команды Уралец. Позволю напомнить, дорогие друзья, это у нас действующий чемпион Башкирской хоккейной лиги. В прошлом году этот коллектив взял кубок БХЛ, или, если быть точнее,
В прошлом году под эгидой ЕХЛ проходили данные мероприятия, то есть единая хоккейная лига, но вот в этом году такой своеобразный ребрейдинг мы с вами наблюдали, что в целом, на мой взгляд, позитивно складывается, по крайней мере, визуально. И в целом наблюдается развитие лиги, прибавляются команды. Отчасти подчеркивает это работу организаторов. Ни в коем случае не сидят они на месте, постоянно, регулярно думают над развитием. Из года в год мы видим все более яркие игры, более мастеровых хоккеистов и большее количество команд, в отличие от года предыдущего. Джиганенко на ваших экранах. В зону зашли чисто, Матрёнин слева. Не сказать, что активно предлагает себя, но открыт Антон Матрёнин. По крайней мере, в том моменте был. Ну и как бы здесь, наверное, кричать на всю Уфа-арену нету смысла. Надеялся Антон Сергеевич, что все-таки партнер увидит его в нужный момент и сделает пас. Ожидаем вбрасывания в зоне уральца. А пока предлагаю побеседовать на тему прошлых игр, как сложились матчи для этих команд. Уралец встречался на прошлой неделе с командой Транснефть Урал. И вот здесь, конечно, разгромный был счет. Досадно было наблюдать лично мне за этим матчем. 11-0 одержал победу команда Транснефть Урал. И вот представители команды Госсобрания Республики Башкортостан даже не смогли порадовать своих болельщиков хотя бы голым престижа. РТС на прошлой неделе также ушли пораженными со льда Малой Уфа-арены. Встречались они с командой БГК и уступили в этой встрече со счетом 3-2. Краснова препятствует передаче Матвеева. Здесь подключается уже Макурин у РТС. Сразу два игрока из состава уральца препятствуют. Плотно взяли его под свою опеку. И, собственно, эти действия позволяют Кузнецову сейчас взять инициативу в свои руки, отбросить шайбу. Как мы видели, вдоль борта он ее заряжал, но вот зону уральца игровой снаряд так и не покинул. Снова Кузнецов. Неплохая скорость. Нельзя сейчас во владение РТС заходить. Пользуется моментом. Небольшая оттяжка. И тут на этом фоне смену звеньев мы с вами наблюдаем. А вот опасно такие моменты. Ошибки в своих владениях допускает уралец. И РТС, собственно, пользуется этой возможностью. Чернов. На центр передавал, там Фролов. Пока по протяжении этого игрового времени, конечно, есть над чем поработать уральцу. И на выходе из зоны допускали ошибки. С атакой пока не все получается. Мы все больше и больше наблюдаем в атаке команды РТС. Ну и как легендарное выражение, не забиваешь ты, забивают тебе. Посмотрим, сработает ли оно сейчас. В любом случае, у кого-то, наверное, сработает. Вот другое дело у уральца или у команды РТС. Это вопрос отдельный, который покажет нам лишь только игровое время. Хасанов фиксировать шайбу не стал. Тут же Меркулов заряжает ее вдоль борта. Фролов на центр, Орлов пытался бросить, но до створа ворот шайба так и не долетела. Снова Фролов на синий, вдоль бортика.
Вахитов. Пас неточный, в контратаку в теории могут здесь убежать. Сейчас игроки уральца, но вот Черняков Игорь. Не сказать, что особо торопился, но как-то ситуация не такая была, да, чтобы можно было включить там форсированный режим и убежать. И как-то, ну, не получилось, по крайней мере, сделать это у игрока команды уралец. Здесь буквально в 10 сантиметрах сейчас от Виталия Филатенкова проходит игровой снаряд. Дубля пока от Виталия мы не увидим. По крайней мере, в том моменте. Хаматханов. Включается Минигулов. Уральца Илья Джиганенко берет инициативу в свои руки. Длинная передача вдоль борта на правом фланге. Кто подключится из партнеров? Антон Матрёнин. Здесь на месте Ганцев. Камиль получает передачу, но вот уже даже пришлось сфалить на сопернике. Подножка и очередное большинство у команды Баш РТС. В ближайшую минуту мы будем с вами наблюдать. Виникеев на левый фланг, тут же обратный пас получает на себя, отдает чуть дальше направо. Филатенков на центр на Орлова. Виникеев. Наброс на ворота Филатенкова и классное добивание от Никиты Орлова. 2-0 повел коллектив Баш РТС. Наблюдаем за повтором. Минигулов там также приложил свою руку. Передача на Филатенкова, наброс на ворота. И уже замыкает все это дело Никита Орлов. Передача Виталия Филатенкова. Никита Орлов. Команда уральца в составе. Я думаю, закономерный, наверное, это был гол. По крайней мере, для уральца, что сделают сейчас здесь Камиль Гулов. Ну, явно, да, явно слегка так озлобились после пропущенной шайбы. И знаете, честно говоря, показалось мне, что как-то вот уже так в глубине-то все-таки створ своих ворот принял в том моменте Вадим Вильданов. Зафиксировал эту шайбу. Ну и браво, Илья Джиганенко оказался в нужном месте в нужное время. Конечно же, предшествовала этому моменту классная передача от Камиля Гулова. Уралец в игре. Гулов на Джиганенко. Джиганенко поражает ворота Вильданова. 2-1. Передача Камиля Гулова. Антон Матрёнин, 29 лет, шайбу забросил Илья Джиганенко, 68-й. Четыре с половиной минуты. Играть уралец, как мы видим, в строю. В теории могут совершить они еще камбэк. Время предостаточно, если в совокупности 21,5 минуты
как минимум грязного времени нам еще играть, а там, того гляди, ситуация может складываться по-разному для уральцев в теории. Если в основное время счет у коллективов будет равный, мы, возможно, увидим в рамках одного игрового дня БХЛа вторую серию штрафных послематчевых бросков. А может быть и нет. В основное время, если у нас определится победитель. Повторюсь еще раз. Время вполне предостаточно. И что делает сейчас Алмаз Хасанов? Буквально, как говорили, да, в моем детстве, по крайней мере, прыгая в воду, солдатиком сейчас он, ну, почему-то только на правый бок ложился Хасанов и видел однозначно, что идет бросок там, сгруппировался. Как уже говорили ранее, солдатиком, но угрозу отразил от себя. Классный сейв демонстрирует Алмаз. Браво! Мое почтение. Орлов из-под защитника и снова Хасанов. Крупным планом сейчас он на ваших экранах. Возможно, повторно покажет, если увидим и тот момент. Ну, как-то необычно тогда, не каждую игру вот подобный сейф увидишь, поэтому ситуация не рядовая, так скажем. Полянский на точке вбрасывания. Мустафин от белых пытался побороться, но пока шаг была за уральцем, и уже мы наблюдаем, что из глубины своей обороны развивает атаку игроки команды распределительных тепловых сетей. Снова Полянский. Рикошетом от борта. Здесь, конечно, возможно, на Попова предполагалось эта передача, но как-то последний не особо активно я хотел получать или просто-напросто не видел. Вадим Вильданов выкатился из своих владений. Литонов устремился вперед, но здесь проброс зафиксировал арбитр. За нарушение численного состава команда «Уралец» наказана малым скамеечным штрафом. Ага, у нас нарушение численного состава. Здесь еще и подъехал Антон Матрёнин к рефери вкратце получить несколько комментариев. 75-й номер. Удаляется Камиль Ганцев. Под занавес второго периода за 1 минуту практически вот все это время. Концовку второго периода уралец проведет в меньшинстве. Матрёня в меньшинстве, убегает от преследования от двоих защитников команды РТС, сближается с Вадимом Вильдановым, но не дремлет Вильданов. Повтор момент на ваших экранах. В ближний угол, бросок по низу был предсказуем для вратаря команды РТС. Пас по диагонали проходит на Чернова. Тут же уже Фролов у нас укатывается дальше. Михаил предлагал себя. Но полноценной передачи так не получил. Второй игровой отрезок завершен. Немножко отдохнем. Вернемся совсем скоро.
Сразу тут же после вбрасывания уралец ринулись в атаку на всех парах, что есть силы, и это действие было оправдано, как мы видим. Наблюдаем еще раз на повторе. Джиганенко с левого фланга заходит, и здесь, наверное, позволю я себе сказать, что у Вадима Вильданова особо шансов-то и не было. Лишь только если зафиксировал бы он этот бросок, потому как мы все прекрасно видим, что на правом фланге накатывался Антон Матрёнин, и в случае, если был бы рикошет, то уже, возможно, пришлось бы замыкать эту атаку ему, и вторым темпом также Вадим Вильданов оказался бы в затруднительном положении. Но мы не знаем, да, но тем не менее шансов у Вильданова было не очень много. Действия уральца оправданы. Ну как вот воспользовались они, да, можно сказать. Пока соперник настраивался на третий период, вышли они явно немножко в ином настрое, чем уралец. Но тут усыпил бдительность коллектив госсобрания РБ своему сопернику. И буквально защитные секунды забросили вторую. Счет становится 2-2. Дубль Ильи Джиганенко в составе уральца. Ну а мы практически начинаем все заново с чистого листа. Счет равный. Конечно, на этом листе уже есть определенные надписи ввиду предыдущих заброшенных шайб, но тем не менее Андрей Чернов выходит практически 1 на 1 с Алмазом Хасановым. И да, недолго радовались представители команды уральца. Оторвался он от Александра Меркулова. Номер 10 Андрей Чернов делает счет в этой встрече 2-3. Снова Чернов, 2 в 2. Два нападающих против двоих защитников уральца. И вот здесь Хасанов на опыте шайбу-то накрыл, да? Мы все прекрасно видели, что справа опасно сближался с ним игрок команды РТС. Но браво этому мастеровитому голкиперу, осознавая все перспективы развития этих событий, Хасанов надежно черную таблетку зафиксировал в свою ловушку. Гулов на левом фланге, Кузнецов, рука арбитра поднята, означает, что будет удаление в составе РТС за подножку. Да, вот в этом моменте именно положили на лед Камиля Гулова. И виновник торжества, собственно, у нас Эдуард Вахитов. Оставляет в меньшинстве свой коллектив, быстро отводит от себя угрозу. Игроки Баш РТС, Джиганенко из-под защитника бросает, но рикошетом уже от клюшки соперника игровой снаряд покидает лед Уфа-арены. Снова вбрасывание в зоне белых. Гулов от уральца. Напротив него Филатенков. Шайба остается за темными. Бросок на ворота. Точно Матрёнов на добивание. Сразу устремляется. Но пока Вильданов не преклонен в этом моменте. Джиганенко с Матрёниным. Есть взятие ворот, Антон Матрёнин. Ну как же я
Подумал почему-то, что уж слишком далеко за ворота закатился Джиганенко. Думаю, ну как же он оттуда будет отдавать на Матрёнина, но нет, все правильно. Прочитал я задумку игроков команды Уральц. Просто дело в том, что Матрёнину не дал первым броском сделать полноценный первый бросок Орлов Никита. А вот уже на опыте вторым темпом, можно сказать, вторым дыханием этой атаки Антон Матрёнин забрасывает третью. За коллектив команды Госсобрания, депутатов Госсобрания Республики Башкортостан, Антон Сергеевич Матрёнин оставляет в игре команду Уралец. Ну, если вспомнить предыдущий момент, то довольно быстро получилось у коллектива РТС отыграться. Давайте посмотрим, как будут сейчас развиваться эти события. Я думаю, что примерно аналогичным образом распределительные тепловые сети захотят снова получить преимущество в счете. Ну и также этот опыт, да, распространяется на Уральца, потому как уже в подобной ситуации, я уверен, не совсем хотят они находиться. Сейчас пока есть равенство по счету. Каким-то образом, несмотря на то, что ближе к концу матча силы все-таки покидают хоккеистов команды Уральца и, конечно же, РТС. Все-таки физика есть физика, ничего здесь не поделать. Но если Госсобрание у нас все-таки намеревается одержать победу в этом матче, то нужно собрать все силы в кулак. У РТС, казалось бы, по протяжению игрового времени получается чуть побольше, чем у Уральца, но на самом деле нет. Счет нам говорит о том, что на данный момент расклад сил плюс-минус равный у этих коллективов. И пока здесь на лидирующих позициях того или иного хоккейного клуба говорить нам явно не приходится. Матрёнин и Джиганенко. Джиганенко слева, бросок на месте Вильданов. По-прежнему продолжается атака. Голбань вступает в игру. Да, досадно. Сейчас для своих болельщиков не смог он зафиксировать на синей линии шайбу. Ну и если для одних досадно, то в частности для распределительных тепловых сетей все, собственно, и на руку. Чуть подальше отвели они угрозу. В последнее время как-то мы меньше видим их в атаке. Но от этого менее опасны эти атаки в исполнении РТС, собственно, не становятся. Перевалили за экватор третьего периода. 8 минут с небольшим еще остается играть. И здесь, знаете, может игра перевернуться и не один раз еще. Меркулов вдоль борта. Кто будет на подборе первый здесь. Ну, можно сказать, подарили, да? Игроки Уральца сейчас шайбу РТС, а РТС этой возможностью не пользуется. Все как-то закономерно. Шайба пришла к Игорю Черникову. Но нет, уже Орлов в атаке. Здесь и партнеры есть, и как-то довольно таком интересном положении находились они. Там Орлов справа от Хасанова. Особо-то не прикрытый стоял. Здесь ближний угол. И я думаю, удивлен сейчас, собственно, и сам Минигулов, как после такого броска было подставление клюшки от защитника, да, мы все прекрасно видели.
Не дает бросить Хаматханову. За воротами Альберт Минигулов. Передача на Филатенкова, но не точно пока. Положили на лед Иванова. Два игрока в белых майках. Филатенков направо. Здесь Миниголов. Бросок Хасанов на месте. Матрёнин. Вдоль правого борта, словно по рельсам прокатывается сейчас Антон. Смещается левее. Из-под защитника пытался бросить, но вот уже не так много сил осталось. Ну и препятствовали защитники полноценно совершить бросок. Долбань с неудобной с разворота. Жиганенко. Длинная передача, вертикальная. Момент и удаление будет у нас. Ну какой же момент сейчас создает Камиль Гулов. Давайте посмотрим еще раз на повторе. А вот как будет трактовать сейчас судья? Да, подножка, это не булит, чисто подножка. Отправляется на скамейку Андрей Чернов. При счете 3-3. 1 минута в большинстве для уральца. Но это возможность, давайте. Наверное, с этим согласимся. А пока у нас небольшой тайм-аут. Прервемся немного и мы. За подушку нам штраф наказан Андрей Чернов, номер 10, команда наша РТС. За 5 минут с небольшим при равном счете 3-3 команда Уралец остается в большинстве. Играем в формате 5-4. Ну и, собственно, это возможность как-то закрепиться, оставить шанс на победу в этой встрече. Шайба коснулась сетки, но вот лишь пока с другой стороны. Джиганенко заходит на бросок, и оказывается он точно. Илья Джиганенко. Это хэт-трик 68-го номера. Давайте смотрим. Прекрасный повтор. Ну, под перекладину, да, фактически сейчас оформил Джиганенко в большинстве, которое реализовано. 4-3. Уралец фактически впервые выходит в лидеры по ходу этой встречи. Ранее мы наблюдали с преимуществом лишь только команду башкирских распределительных тепловых сетей. Также ранее мы видели, как очень быстро может отыграться команда РТС. Три с половиной минуты остается играть, и предполагаю я, что все-таки интрига не покинет нас. Интрига на тему победителя в этой встрече не покинет нас до последних минут, а возможно даже секунд по ходу этого поединка, позвольте так выразиться. А шайба-то, как мы видели, вроде как синюю линию пересекла. Чернов за воротами. Время остается все меньше. Здесь ошибается в своей зоне сейчас РТС и едва ли не
наказывает за эту ошибку команду «Уралец», своего соперника. И да, позвольте напомнить, уважаемые болельщики, что по регламенту Башкирской хоккейной лиги последние 2 минуты время пойдет у нас чистое. При условии, что, как располагает данная ситуация, не все так однозначно в этой встрече. Пока преимущество уральца, да, но РТС легко умеет отыгрываться. Классные моменты они проводят и в позиционной атаке, и также отдельные игроки очень опасны в проходах сольных. Орлов бросить полноценно не дают. Вступает в борьбу Орлов. Шайба уже в средней зоне. 1 на 1 практически. А выходит сейчас с защитниками лишь только, да? За командой «Уралец». Но в результате этой борьбы ничего сверхопасного мы не увидели. Очередной момент. Вильданов шайбу зафиксировал. Казалось бы, что хочет продолжить игру Вадим Вильданов. Отбросил он от себя игровой снаряд, но рефери уже раздал свисток, поэтому наблюдаем за забрасывание в зоне бьет. Джиганенко на покер того гляди хотел зайти, и примерно в аналогичной ситуации мы видели ранее забитую его шайбу под перекладину ровно перпендикулярно перед Вадимом Вильдановым он находился. ,58,5 секунд разделяет нас от финальной сирены. И несмотря на то, что уралец ведет +1, пока лично для меня ничего не ясно в исходе этого матча. Время чистое. РТС в теории может перевести эту игру как минимум в серию штрафных бросков. Уралец, казалось бы, надо как-то сдерживать, но вот сдерживать шайбу, тянуть время пока в целом это как-то получается, но очень так на тоненького. Матрёнин, бросок издалека, рикошетом на левый фланг перемещается шайба, тут же ее доставляют направо, где располагался у нас игрок уральца. Так, Филатенко на мини-голу. 8 секунд. 7. Уралец отбрасывается. И я думаю, можно здесь уже поздравлять коллектив депутатов Госсобрания Республики Башкортостан с этой непростой победой, уступая по ходу всего поединка. Все-таки в третьем периоде под самый занавес они смогли вырвать из цепких лап своего соперника эту победу, с чем я их, собственно, и поздравляю. Баш РТС держались достойно, но под конец немножечко соперник все-таки был сильнее. Дорогие друзья, третий игровой день Башкирской хоккейной лиги подошел к своему завершению. Поздравляем команду «Уралец» с победой. РТС, все лучшие победы у вас еще впереди. Ну а вас, дорогие зрители, мы ждем на следующей неделе на очередных трансляциях Башкирской хоккейной лиги. До встречи на хоккее. Всем пока.
Вперед!